Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, башкорттар, все, кто смотрит, подписчики. Мой ответ Радио Хабирову, который буквально недавно высказался по событиям в Баймаке и вообще по всем нам. Он там прошелся и по мне, и по Фаилю Алсынову, и по Фанзилю Ахмедшину. Так вот, в первую очередь я хочу сказать жителям Республики Башкортостан, всему многонациональному народу, башкирам отдельно: кого вы слушаете и кому вы верите? Наши предки всегда нам говорили: не верьте словам, а верьте делам. Мы прекрасно знаем по делам Радия Хабирова. Мы помним, когда он пришел в Республику Башкортостан, что он сделал в первую очередь. Он отдал Куштау на разработку. И он не разговаривал с нашими местными жителями, с жителями Республики Башкортостан. Он сказал: не надо меня ломать, подкупать националистов, журналистов. Куштау будет разрабатываться. В итоге, когда жители сказали: нет, Куштау не будет разрабатываться, он направил туда Росгвардию, ОМОН, спортсменов, титушек, чоповцев и так далее. Избивали простых жителей. Потом, когда вмешалась Москва, когда, точнее, сперва жители Республики Башкортостан, весь многонациональный народ отбил Куштау силой, и вмешалась Москва, он сказал, что да, я свою вину признаю. Кстати, сейчас он то же самое говорит, да, что есть какая-то там наша вина в баймакских событиях. Так вот, тогда он сказал, что он свою вину признает. И что? Но он сказал одновременно, что я своих не сдаю. В итоге все те люди, все те руководители, которые непосредственно принимали и руководили погромами и избиениями защитников Куштау, они не просто не были наказаны, они все получили повышение. И Бадранов, и Абдрахманов, и многие другие. Это о чем говорит? А защитников, которых он сказал, что никто не, всех выпустят, всех арестованных выпустят, никого не будут преследовать, наоборот, преследовали и преследуют до сих пор. И Фаиля Алсынова в том числе преследуют именно из-за этого тоже. Это его слова, которые мы все помним, и дела, которые мы все помним. Когда он говорит про организацию Башкорт, которую признали экстремистской, он прям сразу сказал, что мы сознательно пытались ее сделать экстремистской. Давайте вспомним, какие предъявления были организации Башкорт. Там не было ни призывов к независимости, к отделению, сепаратизму и так далее. Ничего подобного не было. Там не было никакой межнациональной розни. Мы никогда не делали заявления о том, что мы кого-то там изгоняем, что башкиры выше других наций и так далее. Ничего подобного. Там были такие моменты, что в организацию Башкорт входили люди, у которых была судимость по экстремистским статьям, а именно там Сагит Исмагилов, Фанзиль Ахмедшин, Айрадиль Мухаметов. Но мы все прекрасно знаем, что эти дела все были сфабрикованы. Там были такие претензии к организации Башкорт, как будто бы то, что мы критикуем и дискредитируем власть республики. А почему мы не можем критиковать? Официально Российская Федерация объявляет себя демократическим правовым государством со свободой слова. Почему мы не можем чиновников, которые на наши же деньги живут, получают зарплату за счет бюджета, который формируем мы, жители Республики Башкортостан, почему мы не можем их критиковать? Кто они такие? Боги с Олимпа, что ли? Почему мы не можем Хабирова критиковать? Именно это послужило, легло в основу того, чтобы организацию Башкорт признали экстремистской. Теперь, когда он прошелся по личностям непосредственно, по Фаилю Алсынову, по мне, по Фанзилю Ахмедшину, называя наши уголовные дела, может быть, он сперва посмотрит тогда на себя, что на него было заведено уголовное дело, когда он бежал в багажнике от Муртазы Рахимова. А почему он бежал? Потому что здесь он воровал, здесь он продавал депутатские места, и мы все это прекрасно помним. И есть видео, где это сохранилось, как его изгнали с позором из Единой России. Может быть, он посмотрит тогда на своего друга и соратника Андрея Назарова, который судим был за изнасилование, и на данный момент занимает один из самых высоких постов в Республике Башкортостан, место премьер-министра, председатель правительства. Человек, судимый за изнасилование башкирки. Хабиров об этом молчит и ничего не говорит. Ему нормально за одним столом сидеть с тем, кто насиловал башкирскую девушку?
Поэтому, и сейчас, когда он говорит, что вот несколько сотен человек собралось в Баймаке, там, да, э, устроили волнение, мы прекрасно видели, сколько было. В понедельник, 15 числа, было не менее 5000. На следующий день, когда начались репрессии, когда перенесли приговор и устроили репрессии, чтобы народ больше не собрался, собралось еще больше. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у Фаиля Алсынова поддержка максимальная в Республике Башкортостан. И как бы ни пытались его очернить, народ его любит, потому что они знают, кто он есть на самом деле. Какие за ним реальные поступки, человеческие. Это реальный лидер, за которого заступился не просто простой народ, за него заступилась интеллигенция, за него заступились ученые, за него заступились бывшие политики, актеры, артисты и так далее. Элита Башкортостана за него встала. Это о чем говорит? Это говорит о том, кто на самом деле лидер, а кто на самом деле дно. Я имею в виду Ради Хабирова. И надо напомнить, что Ради Хабиров очень глупый, это мягко сказано, очень глупый руководитель, который не извлек ошибок из куштауских событий, который сам лично инициировал все эти избиения и погромы. Потом, когда получил по башке из Кремля, пришел просить прощения, мириться с нами на Куштау, мы все это прекрасно помним. Он не извлек ошибок, наоборот, он, еще раз говорю, да, то есть не наказал всех своих соратников, наоборот, наказал всех защитников, тем самым озлобил население. И сегодня в Баймаке события, которые произошли, именно тоже из-за него все эти события. Не из-за того, что там Фаиль Алсынов что-то сказал, а именно из-за того, что Ради Хабиров написал заявление в прокуратуру на Фаиля Алсынова. Именно это послужило тем, что люди возмутились, что на него возбудили уголовное дело. То есть сам Ради Хабиров инициировал все эти волнения, и сейчас он пытается все это свалить на Фаиля Алсынова. Этот человек глупый, которому я уверен и даю практически 100%, что после выборов Путина в марте он вылетит из Республики Башкортостан. Поэтому все те, кто сегодня, пытаясь подмазаться Радию Хабирову, пытается очернить Фаиля Алсынова, пытается очернить всех других лидеров башкирского национального движения, всех защитников, которые там были в Баймаке, всех защитников Куштау, все, кто пытается очернить и кто встает на сторону Радия Хабирова, вы все будете в униженном состоянии. А тебе, Ради Хабиров, я тебе вот что скажу. Для тебя будет счастье, если ты закончишь свою жизнь, никчемную жизнь в тюрьме. Это для тебя будет счастье. Скорее всего, ты закончишь свою жизнь, как Муаммар Каддафи, разорванный на части, разъяренный толпой. Это я тебе говорю, Руслан Габасов. Спасибо за внимание.